Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах. Ассаляту вассаляму аля расулиллах. Дорогие братья, продолжаем с вами лекции, уроки на тему уроки поминания Аллаха, зикруллах. И до этого мы с вами проходили достоинство, фадаилю зикр, поминание Аллаха, преимущества, какие преимущества имеет этот вид поклонения перед другими видами поклонения. Сегодня, иншаллах, поговорим о фадлю маджалиси зикра, то есть достоинство собраний поминания Аллаха, когда мусульмане собираются с таким намерением, чтобы вспомнить Аллаха, чтобы восхвалить Его, попросить у Него прощения и так далее. Несомненно, этот вид поклонения имеет очень много достоинств, очень много преимуществ, и сколько бы мы об этом ни говорили, про все достоинства мы поговорить никогда не сможем их сосчитать и никогда не сможем даже узнать и понять. Поэтому мы с вами приводили аят суры Саджда, земной поклон, где Всевышний говорит «Фаля та'ляму нафсун». То есть ни одна душа не знает и не может знать, не может понять «Ма ухфия лахум мин куррати а'юнин джаза'ан бима кану я'малун». Вот сколько радости, сколько услады для очей Аллах приготовил им как награда за то, что они совершали. То есть любой вид поклонения, машаллах, там столько достоинств, что мы никогда не сможем узнать про них. И поэтому зикр, поминание Всевышнего Аллаха, это как раз вот то поклонение, где мы никогда не сможем узнать все его достоинства. И собрания, которые посвящаются поминанию Аллаха, восхвалению Всевышнего Аллаха, они тоже являются одними из самых полезных для нашей набожности, для нашего имана, для наших сердец, самыми полезными собраниями. И они действительно имеют очень достойное место перед Всевышним Аллахом. И праведные предшественники, пусть это будут сподвижники, пусть это будут табигины, последователи сподвижников, пусть это будет эпоха наших великих ученых, они всегда, во-первых, старались превращать их собрание в собрание поминания Аллаха, и они всегда старались призывать других участвовать в этих собраниях. Вот как, например, Абдулла ибн Раваха, радийаллаху анху, один из подвижников, иногда он брал за руки своих братьев, он брал братьев-мусульман за руки и говорил «Та'аляу, та'аляу», то есть давайте, идите сюда, «Та'аляу ну'мин са'атан», идите сюда, давайте уверуем некоторое время, то есть са'атан, то есть давайте час уверуем в Аллаха. То есть он вот так говорил. Давайте, саа это определенный какой-то промежуток времени, давайте немного посидим, и он говорил, уверуем в Аллаха. Хотя все верующие, да? Та'аляу, давайте идите, фальназкуруллах. Давайте будем поминать Аллаха. Вот просто люди встретились, и он говорил, давайте сядем, поговорим об Аллахе, давайте восхвалим Его, давайте поговорим о Его книге, о Его пророке, давайте обсудим какой-нибудь хадис, пройдем, какой-нибудь аят. И вот так они призывали друг друга поминать Всевышнего Аллаха, чтобы создавать вот эти собрания, маджалису зикр, которые называются собрание поминания Аллаха, где не поминают каких-то людей, да, где не вспоминают там каких-то, может быть, предводителей, как мы сегодня любим, да? Если мы где-нибудь собираемся, нам обязательно кого-нибудь надо поругать. Так ведь? Кого-нибудь надо поносить.
Если никого не поругать, то как-то смысл теряется. Да? Неинтересно. Неинтересно. Как я, по-моему, уже несколько раз приводил этот пример. Абдул-Малик ибн Марван. Когда к нему пришел человек на прием, Абдул-Малик, будучи халифом, амиром мусульман, он знал, кто он такой. Поэтому прежде чем он тот начал разговор, он сказал: у меня, говорит, 3 условия. 3 условия. Выполнишь эти 3 условия, спрашивай, что тебе нужно. И первое условие, говорит: ты меня не хвали. Сейчас ты меня не расхваливай, потому что я себя знаю больше, чем ты. Поэтому меня не надо хвалить. Второе, никого не поноси. Не надо злословить ни о ком-либо. Я ненавижу, когда злословят о ком-то. То есть не занимайся гайбатом. Никого не ругай. Третье, меня не обманывай. Я ненавижу, когда меня обманывают. Вот 3 условия. Какой у тебя вопрос? Он говорит: можно я уйду? То есть все, вопросов нет больше. Нет, если кому-то пришли, значит его надо похвалить, потому что что-то у него надо попросить. Значит, кого-нибудь надо поругать, значит, нужно обмануть. Что-то добавить, что-то убавить. Поэтому, альхамдулилля, когда мусульмане собираются не злословить о ком-то или не вспоминать о ком-то, да, мы с вами приводили это на прошлом уроке, что «Зикруллахи дава шифа ва зикру наси да». То есть это слова наших праведных предшественников, которые говорили, что поминание Аллаха является исцелением для сердец. Поминая Всевышнего Аллаха, наши сердца излечиваются от болезни. А поминание людей – это болезнь. Это болезнь. И он добавит нам болезнь. Поэтому, альхамдулилля, праведные предшественники, они превращали их собрание в собрание поминания Аллаха. Поэтому Абдулла ибн Раваха, он брал за руки и говорил: давайте сядем, уверуем в Аллаха какое-то время. Давайте помянем, вспомним Всевышнего Аллаха. И он говорил: давайте через это благое дело очистим наш иман, очистим наши сердца. Быть может, если мы будем поминать Аллаха, если мы вспомним Аллаха, он говорил: «Ла'аллаху ядхкуруна бимагфиратихи». Быть может, тогда Аллах вспомнит о нас своим прощением. То есть, если мы вспомним Аллаха, быть может, Аллах вспомнит нас своим прощением, то есть простит нас, наши грехи. И таких примеров много. Таких примеров много. И маджалису зикр, то есть собрание, поминание Аллаха, они являются риядуль джаннати фид дунья. Они являются садами, райскими садами, которые находятся на этой земле. То есть мы знаем, что рай, он не на этой земле и не в этой жизни, но и в этой жизни, и на этой земле есть райские сады, куда можно зайти, где можно погулять, побродить, где можно пастись. И как передает имам Ахмад и имам ат-Тирмизи от Анас ибн Малика. Анас ибн Малик сколько лет жил вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и передал нам много хадисов от него, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида марартум бириядиль джаннати фартау». Когда вы будете проходить возле райских садов, фартау, то есть паситесь в этих садах. Не уходите, зайдите в этот сад. Это райский сад, паситесь. Как вот пасутся животные на лугах, так ведь вот так же вы паситесь в райских садах, погуляете, побродите. И тогда сподвижники спросили: «Уама риядуль джанна». О посланник Аллаха, а что это за райские сады? Где они? Что это? Посланник Аллаха на что ответил: «Хайлакуд зикр». Это кружки поминания Аллаха. То есть, когда люди собрались, разговаривают об Аллахе, прославляют Его, изучают Его какой-то аят, какую-то суру, да? То есть не обязательно, чтобы некоторые думают, что вот надо собраться, там, хором говорить, там, восхвалять Аллаха. Нет, просто тут группа мусульман собралась, и они обсуждают один аят, машаллах. Они восхваляют Аллаха, они говорят о качествах Аллаха, о Его атрибутах разговаривают, о Его величии разговаривают.
его прославляют, его просят у него прощения, машаллах. И вот посланник Аллаха ﷺ сказал, райские сады – это хиляк зикр, то есть это кружки поминания Аллаха, когда люди собираются, чтобы поминать Всевышнего Аллаха. Следующий хадис передает нам Ибн Абу Дунья и также передает Хаким в своем сборнике хадисов от Джабир ибн Абдилля, то есть подвижник, которого звали Джабир ибн Абдилля, радийаллаху анхума, который сказал: «Хараджа алейна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма факаля». Как-то раз пришел к нам посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям и обратился со следующими словами: «Я айюханнас, о люди, иртау фи риядил джанна». То есть паситесь в райских садах. Паситесь в райских садах. «Акульна я Расуль Аллах, ва ма риядуль джанна». Тогда мы спросили: о посланник Аллаха, а что такое райские сады? То есть всем интересно, всем хочется рая, всем хочется ходить, бродить по райским лугам, по райским садам. И мы спросили: а что такое райские сады? На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: маджалису зикр. Это собрание, где поминается Аллах, где восхваляется Всевышний Аллах. Это маджалису зикр. Затем он сказал: угду ва руху вадкуру. То есть слово угду ва руху означает, то есть паситесь в райских садах и до, получается, зухра, в первой половине дня и во второй половине дня. Вадкуру. И поминайте. Поминайте. То есть делайте зикр. Поминайте. فَمَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُ. И кто желает, и кто хочет, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям продолжает, и кто хочет знать, какое место он занимает перед Аллахом, то есть где его место перед Аллахом, здесь или там, да, наверху, то пусть посмотрит, какое место Аллах занимает у него. То есть, если он с Аллахом, если он все время возвеличивает Аллаха, если он, альхамдулилля, боится Аллаха, любит его, значит, и его место, соответственно, и он такое же место занимает перед Аллахом. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-либо из вас желает, хочет узнать, какое место он занимает перед Аллахом, пусть он посмотрит, какое место он отдал Аллаху у себя, в сердце, в жизни. Если человек пренебрегает любовью к Аллаху, если человек пренебрегает страхом перед Аллахом, то значит и его место перед Аллахом соответственно. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ. И раб близок к Аллаху настолько, насколько Аллах близок к этому человеку. То есть, насколько он приближает Аллаха к своему сердцу, к своей жизни, настолько он будет близок к Аллаху. Поэтому есть же хадис: «Ана инда занни абди би фальязунну би маша». То есть, я буду таким для моего раба, каким он будет думать обо мне. И поэтому пускай думает обо мне, что хочет. То есть, если человек будет плохо думать об Аллахе, да, от этого Аллах плохим не станет. Аллах ганиюн хамид. Аллах не нуждается ни в ком. И его богатство, его мощь, его сила не зависит от наших мнений. Так ведь? Но Аллах говорит: каким вы будете обо мне думать, я таким для вас и буду. Поэтому, если мы хотим узнать, какое место мы занимаем перед Аллахом, значит, нужно посмотреть, а какое место мы даем Аллаху в своей жизни, в своем сердце. И это очень важно. Это очень важно. И один из ученых исламских, Ибн аль-Кайим рахимахуллах, сказал: «Ман ша'a ан яскуна риядаль джаннати фи дунья, фальястаутин маджалиса зикр, фа иннаха риядуль джанна». И кто захочет, кто хочет в этой дунья, в этой жизни жить в райских садах, фальястаутин,
маджалис аз-зикр. Пусть он своим жилищем, своим домом, даже родиной своей, да, родным домом сделает собрание зикра. То есть пусть вот эти собрания для него будут как его родной дом. Фаиннага риядуль джанна, потому что именно вот эти собрания, где поминается Аллах, они являются райскими садами. Поэтому, альхамдулилля, у человека, у каждого мусульманина есть возможность, будучи в этой жизни, находясь на этой земле, пастись, ходить и жить в райских садах. Сегодня с братьями поехали в Зеленодольский район, возле Свияжска есть ИК-5, называется, исправительная колония номер 5. Там, альхамдулилля, самый большой джамагат, двухэтажная мечеть, машалла, машалла. И сегодня с братьями тоже говорили про поминание Аллаха перед Рамазаном, что вот этот месяц, он помогает нам приблизиться к Аллаху. И вот тоже, вот, будучи лишенным воли, находясь за колючей проволокой, может быть, тюрьма это не санаторий, не профилакторий, поэтому это наказание, и человек должен там наказываться, но даже там, машаллах, Аллах дает нам возможность находиться в райских садах. Так ведь? В райских садах, даже там. То есть, ты там где? А я в раю. Как, ты же в тюрьме? Нет, я в раю. Да? Потому что ты поминаешь Аллаха. Любое место, где поминается Аллаха, где поминается имя Аллаха, это риядуль джанна, это сады, это райские сады. И человек, который превращает вот эти собрания во что-то родное, да, в свой родной дом, он превращает свой дом в райские сады. Альхамдулилля. Идем дальше. И собрания поминания Аллаха являются собраниями, куда собираются не только верующие, туда собираются безгрешные ангелы. И فَلَيْسَ مِنْ مَجَالِسِ الدُّنْيَا لَهُمْ مَجْلِسْ إِلَّا مَجْلِسْ يُذْكَرُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ. И для ангелов в этой дунья нет других собраний, кроме собраний, где поминается имя Аллаха. То есть на другие собрания они не ходят. Поэтому для них единственное собрание, где ангелы собираются, это собрание, где поминается имя Всевышнего Аллаха. И в сборниках, в обоих сахихах имам аль-Бухари и Муслима приводится хадис от Абу Хурайра, радийаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна лилляхи малаикатан фудулян». Воистину, у Аллаха есть достойные ангелы. Есть у Аллаха достойные ангелы, ятуфуна фит турук. И они все время, не ходят, получается, кружатся, облет делают, они же летают, да, у них крылья. И они ищут ахля-викр, они ищут тех, которые поминают Аллах. То есть они ищут, где бы, в каком доме, в каком месте мусульмане собираются, или мусульманки, да, неважно, и поминают Аллаха. Иншаллах, мы надеемся, что какие-то ангелы, да, они нашли сегодня, в это время, этот маджлис, и надеемся, что они с нами. Они с нами. Потому что хадис указывает на это. Они кружатся над землей и ищут собрание, где поминается Аллах. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى تَنَادَوْا. И когда группа, часть из этих ангелов находят какой-то дом, какое-то место, где поминают Всевышнего Аллаха, они начинают звать других. Давайте сюда. «Халумму, халумму иля хаджатикум». То есть давайте, приходите. Вот здесь то, что мы искали. И они начинают собирать других ангелов. Альхамдулилля, чтобы они тоже были здесь, чтобы они тоже участвовали на этих собраниях. И они начинают собираться. А ангелы, они приходят, один ангел, и над ним другой ангел, над ним третий, четвертый, и они закрывают расстояние между землей и небом. То есть до неба дунья они закрывают эту часть.
И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжает: «Фаяс'алухум раббухум та'аля, ва хуа а'ламу бихим, ма якулу айбади». И тогда Всевышний обращается к этим ангелам с вопросом. Да, Аллах спрашивает у них, хотя Аллах лучше знает их. Так ведь? Аллах лучше знает, что там делают, о чем говорят. Но Аллах спрашивает их: «Ма якулу айбади», о чем говорят там мои рабы. А маджлис какой? Какое собрание? Поминание Аллаха. Где мусульмане читают книгу Аллаха, где мусульмане восхваляют Аллаха, делают дуа, так ведь? И Аллах спрашивает у них: а что говорят? О чем говорят мои рабы? На что ангелы отвечают: якулун юсаббихуна. О Аллах, они говорят тебе тасбих, субханаллах, что Аллах предчист от всех недостатков. Ваюкаббирунак, они возвеличивают тебя, говорят Аллаху акбар. Ваюхаммидунака, ваюмаджидунака, и они прославляют, восхваляют тебя. То есть они вспоминают твои качества, твое величие. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжает. И тогда Всевышний у них спрашивает: «Халь раауни?» Они разве меня видели? То есть группа мусульман собралась где-то в одном доме, в мечети, в мадресе, где-то, и говорят об Аллахе, возвеличивают Его, восхваляют Его. Машаллах. И поэтому Аллах спрашивает: а разве они меня видели? На что ангелы отвечают: ля валлахи, нет, валлахи, нет, мараука. Никто из них не видел тебя. Кто из нас видел Аллаха? В этой жизни никто не удостоился этого, чтобы увидеть Аллаха. Поэтому ангелы отвечают как есть: нет, о Аллах, никто тебя не видел. И тогда Аллах говорит им: кейфа лаура ауни. А что было бы, если бы они меня увидели? Видите, как Аллах спрашивает: а что бы они делали, если бы они своими глазами меня увидели? А это самое великое счастье, это самое великое благо в раю. Дорогие братья, это не гурии райские, да? А это возможность увидеть Аллаха. Это самое великое счастье. У нас, у простых, грешных мусульман есть возможность, если мы по милости Аллаха попадем в рай, увидеть Аллаха, увидеть самого Аллаха. Поэтому Аллах говорит: а что было бы, если бы они меня увидели? И тогда ангелы говорят: «Лаура аука», если бы они тебя увидели, «кану ашадда лака ибадатан», они бы больше и сильнее начали бы поклоняться тебе. «Ва ашадда лака тахмидан ва тамджидан», они больше бы тебя начали восхвалять, прославлять. «Ва акthара лака тасбихан», и больше будут говорить тасбих, если они увидят тебя. Тогда Всевышний продолжает у них спрашивать. «Фаякуль», и он спрашивает у них: «Ма яс'алуни», а что они просят у меня? Что? Есть у них какие-то просьбы, может быть, да? Дуа. Мы просим у Аллаха, так ведь? А что они у меня просят? Тогда ангелы, которые были свидетелями, участвовали в этом собрании, на этом собрании они были, да? Они говорят: «Каля яс'алунака аль-джанна», они просят у тебя рая, чтобы ты одарил их раем. И Аллах у них спрашивает: «Фаякуль, халь рауха», а разве кто-нибудь из них видел рай? Альхамдулилля, мы мусульмане, мы просим у Аллаха рая. И во время намаза, и после, и до намаза, когда мы постимся, просим его, когда нам тяжело, когда мы проявляем терпение, мы просим у Аллаха, чтобы Он одарил нас раем, чтобы Он одарил не только нас, наши семьи, наших родителей, наших детей раем. И рай — это, альхамдулилля, это финиш, так ведь? Это милость Аллаха, все, это победа. «Далика аль-фаузуль азим», как Аллах говорит, это великая победа, если по милости Аллаха мы окажемся в раю. Поэтому ангелы говорят, они просят у тебя рая. И тогда Аллах спрашивает у них: «Халь рауха», а разве кто-нибудь из них видел рай? Кто видел рай? Никто не видел рай. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел рай. И он рассказал нам,
описал нам, Аллах описывает нам рай, райские сады, райские деревья, райские плоды. Посланник Аллаха сам описывает нам райские дома, райские владения, райские деревья, так ведь? Но никто из нас не видел. И тогда Аллах спрашивает у них, а что если они увидят рай? Вот что было бы, если бы они увидели рай? И тогда ангелы говорят, «Лау аннахум раауха», если бы они своими глазами увидели рай, они бы больше начали желать рая, стремиться и просить рая. То есть, если бы человек увидел рай, машаллах, он бы больше старался бы, чтобы оказаться там. И «Ва'адама фиха рахбатан», и они больше бы желали попасть в рай. И тогда Аллах продолжает у них спрашивать, у ангелов, «Фаякуль, фамимма ятаауадун», а от чего они просят моей защиты? То есть, чтобы я, от чего их защитил? Тогда ангелы говорят, «Минаннар», «О Аллах, они просят твоей защиты от огня, от адского огня, чтобы ты защитил их от огня». И тогда Аллах у них спрашивает, а разве они видели ад? Кто видел ад? Никто не видел ад из нас. Так ведь? Но мы уверовали в Аллаха, мы уверовали в Его книгу, в Его посланника, где говорится, что есть ад, где описывается ад, и мы боимся, страшимся ада, то, чего мы не видели, больше, чем что-либо мы видели. То есть мы видели огонь, мы видели дунья, есть мучение на этой земле, но мы больше боимся адских мучений. Хотя мы не видели, так ведь? Поэтому Аллах спрашивает, а разве они видели ад? Тогда ангелы скажут, ля валлахи, нет Аллах, я Рабби ма раауха, он наш Господь, никто из них не видел ад. И тогда Аллах спрашивает у них, фа кейфа ля раауха, а что было бы, если бы они своими глазами увидели ад? Что было бы, если бы они увидели ад? И ангелы тогда скажут, если бы они увидели ад своими глазами, они бы еще больше убегали бы от ада. Они бы еще больше старались не попасть в ад, и они больше бы страшились ада. И тогда Всевышний обращается к своим ангелам и говорит, я беру вас в свидетели, то есть вы будьте свидетелями, анни кад гафарту лахум. Воистину я простил им грехи. То есть все, кто там сидят, восхваляют Аллаха, возвеличивают Его, просят у Аллаха рая и просят у Аллаха защиты от адского пламени, хотя никто не видел Аллаха, никто не видел рай, никто не видел ад. Аллах говорит, будьте свидетелями, анни кад гафарту лахум. Я простил им грехи. Все, они прощены. О Аллах, сделай это собрание. Вот наше собрание, одним из этих таких собраний, где Аллах прощает нам грехи. Аминь. Тогда один ангел, фаякулю маляк миналь маляика. Тогда один из ангелов обращается к Аллаху, спешит обратиться к Аллаху. Фихим фулян лейса минхум. О Аллах, среди этих людей, которые восхваляют Тебя, которые просят у Тебя рай, просят Твоей защиты от ада, страшатся Твоего ада, среди них есть люди не из них, которые попали туда случайно. Они пришли не восхвалить Аллаха, не просить рая, не просить Твоей защиты от ада. Иннама джаа ли хаджатин. У них был свой какой-то вопрос. То есть в мечети, наверное, был человек, который должен ему денег. Может быть, да? Вот я пойду сейчас в мечеть, я его там найду, а потом подойду к нему и напомню, что он мне денег должен. Может быть такое? Конечно, может быть. Или, например, там в мечети есть человек, который ему нужен, который может там решить какую-то проблему, там, мирскую, да? Денег там одолжить, еще что-то там. То есть он пришел не восхвалить Аллаха, то есть он не из них. Поэтому, когда Аллах сказал, будьте свидетелями, что я всем простил грехи, этот ангел спешит сказать Аллаху, Аллах знает все.
Аллах знает, что он пришел не чтобы восхвалить Аллаха, но он сказал, что он простил им грехи. И этот ангел говорит: о Аллах, он же пришел решать свой вопрос, у него свои проблемы. И Аллах говорит: хумуль джуляса ля яшка бихим джалисухум. Это те, которые сидят с этими, то есть с теми, которые восхваляют меня, просят у меня. Поэтому и он не останется несчастным. То есть и ему я простил грехи. Поэтому вот это милость Аллаха. Тот, который оказался среди них просто случайно, там, по каким-то вопросам своим, да, не для того, что он не пришел не восхвалять Аллаха, Аллах ему простил грехи. Вот это милость Аллаха. И это баракат, благодать, где? Фи маджалиси зикр. Именно в собрании, где поминается имя Аллаха. Поэтому, альхамдулилля, это единственное собрание, где присутствуют ангелы. Куда приходят, это собрание, которое ищут ангелы, ищут, где эти, и начинают собирать других ангелов. И, альхамдулилля, мы надеемся, что, иншаллах, вот это наше собрание тоже из числа таких собраний. Поэтому маджалису зикр, собрание поминания Аллаха, это собрание ангелов, собрание ангелов. А собрание, где забывают Аллаха, собрание, где люди просто забавляются, собрание, где люди занимаются пустословием, злословием, занимаются гайбатом, обсуждают кого-то, да, и не поминают имя Аллаха. Это собрание, где нет бараката. И мы с вами говорили, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям предостерег нас превращать собрание наше в собрание возле чего? Мертвого трупа осла. Так ведь? То есть любое собрание, где собираются мусульмане и не поминают имя Аллаха, не восхваляют его, они превращают это собрание в собрание возле мертвого осла, возле трупа мертвого осла. Поэтому, альхамдулилля, вот это тоже один из достоинств маджалису зикра. Идем дальше. Собрания, где поминается имя Аллаха, являются защитой для раба от чего? От горя, печали и раскаяния в судный день. В отличие от собраний, где забывается имя Аллаха. И любое собрание, мы с вами говорили, где забывается Аллах, где не восхваляется Его имя, обернется в итоге, проблемой, бедой и раскаянием в судный день. Как передает Абу Дауд с хорошим иснадом, то есть этот хадис хасан, от Абу Хурайра, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман қа'ада мақ'адан лам ядкуриллаха та'аля фихи, канат алейхи мин Аллахи та'аля тиратун». То есть, если человек сел где-нибудь, да, то есть, вот собрание, он сел, и он сел туда, где не поминается имя Аллаха, это собрание в судный день обернется для него проблемой и печалью. То есть, Аллах сделает это собрание, тиратун, это как бы месть, да, но здесь мы должны понимать, что это обернется для него бедой и печалью. Если человек где-нибудь прилег, да, и здесь не поминается имя Аллаха, то это тоже обернется для него проблемой и раскаянием, причиной раскаивания в судный день. Поэтому, альхамдулилля, мусульмане всегда должны, всегда, вот даже если у нас какая-то мирская проблема, мы же встречаемся по мирским проблемам, да, даже там надо вспомнить Аллаха, надо поминать Аллаха, надо восхвалять Его, надо вспомнить какой-нибудь хадис, сделать друг другу какой-нибудь насихат, ватавасу биль хакка, ватавасу бис сабр. Так ведь? Поэтому мусульмане — это те, которые призывают друг друга к терпению, призывают друг друга к истине, делают насихат друг другу. Альхамдулилля.
И также маджалис зикр, то есть те, которые участвуют в собраниях, где поминается имя Аллаха, Аллах будет вспоминать их имена и гордиться ими перед своими ангелами, перед своими достойными ангелами. Как передает имам Муслим от Абу Саид аль-Худри, радийаллаху анху, который сказал: как-то раз к нам пришел Муавия, вышел к нам Муавия, аля халакат филь масджид, то есть группа людей, она собралась в мечети, сидят и о чем-то говорят. И пришел к ним Муавия ибн Аби Суфьян, так ведь, радийаллаху анху, и спросил: ма'джлясакум, то есть что заставило вас, что заставляет вас сидеть здесь? То есть почему вы здесь сидите? На что люди ответили: джалясна надзкуруллаху та'аля, то есть мы сидим, чтобы просто поминать Аллаха. Мы пришли, чтобы вспомнить Аллаха. И Муавия им сказал: то есть вы можете поклясться Аллахом, что вас ничто не заставляет здесь сидеть, кроме как поминания Аллаха? И тогда люди сказали: валлахи, да, мы клянемся Аллахом, мы можем поклясться Аллахом, что ничто нас не заставляет здесь сидеть, кроме как поминания Аллаха. То есть других никаких причин нет. Мы пришли просто вспомнить Аллаха, прославить, восхвалять Его, просить у Него прощения. Тогда Муавия им сказал: я не хочу подозревать вас в чем-то. То есть я спрашиваю вас, то есть вы можете поклясться мне, я спрашиваю не потому, что я вас подозреваю в чем-то, да, а потому что я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть я помню, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел к нам, когда мы сидели вот в кружке и поминали Всевышнего Аллаха, и он вышел к нам, к сподвижникам, и спросил: ма'джлясакум, что вас заставляет здесь сидеть? Вот так же, как Муавия спросил у них, да, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил своих сподвижников: что заставляет вас здесь сидеть? На что люди ответили: джалясна надзкуруллаху та'аля ва нахмадуху аля ма хадана лил ислам ва манна бихи алейна. То есть мы пришли сюда, мы сидим только ради того, чтобы поминать Всевышнего Аллаха, восхвалять Его за то, что Он наставил нас на путь ислама. То есть просто люди собрались и вспомнили одно из благ Аллаха. То, что Аллах наставил их на верный путь. Аллах дал им ислам. Аллах сделал их мусульманами. И вот они так и ответили пророку: я Расул Аллах, у нас только одна причина. Мы поминаем, восхваляем Аллаха за то, что Он сделал нас мусульманами. «Ваман набихи алейна». И Аллах даровал нам ислам. То есть Он даровал нам по милости, не потому что мы там какие-то великие, достойные, да? Просто это милость Аллаха. Вот мы об этом и говорим, мы восхваляем Аллаха. И тогда посланник Аллаха Муавия говорит, спросил их: вы можете поклясться Аллахом, что вы собрались только ради этого? И тогда люди сказали: валлахи, да, мы клянемся Аллахом, что мы собрались только ради этого. Не ради того, чтобы там дунья пилить, да, делить, деньги там делить. Нет, мы просто пришли поговорить об этом, что альхамду, Аллах дал нам ислам, машаллах, мы же мусульмане. Это же милость Аллаха. Не потому, что мы татары, как некоторые думают, да? О, без татарлар, что мы мусульмане. Нет, это милость Аллаха. Это милость Аллаха. Аллах избрал нас, сделал наших родителей мусульманами, машаллах. И мы мусульмане, так ведь? И поэтому они сказали: Аллахи, мы собрались только ради этого. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я не хотел вас подозревать в чем-то. То есть нет. «Валякиннаху атани Джибриль». Просто ко мне пришел Джибриль. Ангел Джибриль пришел. И сказал: «Фаахбарани», и он сообщил мне: «Анна Аллаха юбахи бикумуль малаика», что Аллах гордится вами перед своими ангелами. То есть это конкретный случай, где сидели конкретные люди, вот все, они все известны. И почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переспросил,
Почему он у них спросил, что вас заставило сюда собраться, здесь собраться? Они сказали, только поминание Аллаха. То, что мы мусульмане, это же милость Аллаха, да? И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, переспросил, а вы можете поклясться Аллахом, что вы собрались только ради этого? Они сказали, да, мы клянемся. И он сказал, я не хочу вас подозревать в чем-то, просто ко мне пришел ангел, Джибрииль, и он сообщил мне, что Аллах гордится вашими именами перед своими маляика, то есть ангелами. Вот представьте себе, это какая честь, это какая милость Аллаха, когда Аллах гордится, называя наши имена перед своими высшими созданиями, то есть наивысшими созданиями ангелами. Даже если какой-нибудь небольшой начальник где-нибудь вспомнит наше имя, о, машаллах, мы 3 дня будем радоваться. А если какой-нибудь там министр, а если какой-нибудь там президент, где-нибудь на собрании, перед министрами, похвалит какого-нибудь директора, руководителя или там главу района, города, мэра, да, о, это же все будут говорить об этом. А вы знаете, президент там похвалил его, Путин сказал, что вот этот хороший руководитель. Да. Вот представьте себе, это же мы люди. Хотя, да, мы занимаем разные позиции, да, но это Аллах, это Создатель небес и земли. Он вспоминает чьи-то имена, и, может быть, это и наши имена перед своими ангелами. Это же такое счастье. И почему Аллах, Господь, вспоминает их имена? Это же знак любви Аллаха по отношению к этим людям. Если бы Аллах не любил этих людей, если бы эти люди не были близкими к Аллаху, Аллах не стал бы гордиться ими. Поэтому это знак того, что Аллах любит этих людей. Это знак любви Аллаха по отношению к этим людям. И это есть преимущество зикра. То есть это есть преимущество поминания Аллаха перед другими деяниями. Идем дальше. Маджалису зикра. Сабабун линузули сакина. Собрание, где поминается Всевышний Аллах, где восхваляется Его имя, является причиной того, что Аллах не спосылает на эти собрания сакина. Сакина, то есть это спокойствие. Это спокойствие души. Когда человек находится внутри этих собраний, Аллах одаряет его сердце спокойствием. Его сердце успокаивается. Его сердце отдыхает, находит свою радость. Вагишьяну рахма. И это собрание является причиной того, что их покрывает милость Аллаха. То есть Аллах не спосылает на них свою милость. И ангелы начинают закрывать крыльями поминающих Аллаха. И как передает имам Муслим в достоверном хадисе от Абу Муслимуль Агар, который сказал, что я был свидетелем слов Абу Хурейра и Абу Саида, которые были свидетелями словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, то есть, получается, Абу Муслимуль Агар передает этот хадис от 2 сподвижников, которые слышали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла якуду каумун фи маджлисин ядхкурун Аллаха та'аля фихи илля хаффатхумуль малайка». То есть, если какая-либо группа людей, какой-либо народ, если они усаживаются в собрании, то есть собираются, где поминается имя Аллаха, это собрание обязательно приходит, к этому собранию обязательно приходят ангелы. То есть ангелы начинают закрывать это собрание. И милость Аллаха начинает покрывать этих людей. Милость Аллаха начинает покрывать этих людей. И на них не спосылается что? Спокойствие. Сакина, ну вот есть имя, женское имя, сакина, да, у татар еще есть сакина. Вот сакина в переводе означает спокойствие. Спокойствие. То есть Аллах
одаряет этих людей спокойствием. Вот это гости Аллаха. Когда мы даже идем в мечеть, мы куда идем? К хазрату? Нет. К имаму? Нет. К муфтию? Нет. Мы все служители этого дома. Мы идем куда? Домой. Кому? К нашему Господу. Да, Аллах не нуждается в доме. Но Аллах, хотя Он не нуждается в доме, Он не нуждается в нас. Так ведь? И ни дом, ни земля, ни небеса не могут объять Аллаха. Да? Но мы должны понимать, что это милость Аллаха. Аллах дает нам возможность строить своими руками, своими средствами дома Аллаха в городах, где мы живем, в деревнях, поселках, даже по несколько, в Казани только 70-80 мечетей, да? И ходить к Нему домой, чтобы поминать Его, восхвалять Его. И хозяин дома, он одаряет их подарками. И вот этот подарок, то есть вот подарок, когда ангелы покрывают крыльями эти маджлисы, собрания, Аллах покрывает их милостью и не спосылает на них, альхамдулилля, что? Сакина, спокойствие. Вадакарахумуллаху фиман инда. И Аллах начинает вспоминать имена этих людей, которые сидят вот здесь на Его собраниях, фиман инда, перед теми созданиями, которые возле Него, то есть перед ангелами. Этот хадис в сборнике имама Муслима, это достоверный хадис. Поэтому, альхамдулилля, вот как раз, дорогие братья, сегодня самое то, то, чего нам не хватает в жизни, людям не хватает, это вот этого спокойствия нет. Все у нас есть, но нет спокойствия. Так ведь? Душа неспокойна, нет баракета. И даже то, что мы имеем, оно не приносит нам пользы. У нас есть семьи, но они разводятся. У нас есть дети, но они не слушаются нас. У нас есть деньги, но они куда-то уходят и не приносят нам радость. У нас есть здоровье, но иногда у нас нет желания жить, бороться, идти вперед. Хотя есть люди, которые потеряли это здоровье. Но, машаллах, на них посмотришь, они сильные, они мощные, они борются, они идут вперед. Поэтому вот чего нет? Спокойствия нет, бараката нет. А вот как раз те собрания, где поминается имя Аллаха, да, это является причиной того, что Аллах не спошлет им вот то, чего нам как раз и не хватает. На сегодня все. Джазакумуллаху хайран. Субханакаллахума бихамдик. Шхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Продолжим, иншаллах. Джазакумуллаху хайран. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.